Вот и все новости к этому часу. Далее смотрите детали дня с Геннадием Левицким. Геннадий, вам слово. Спасибо, Егор. Тебе хорошего вечера. Благодарю. Итак, 20 января в России был официально зарегистрирован миллионный ВИЧ-инфицированный. Республика Коми тоже отличилась. Мы выбились в лидеры по количеству выявленных и ВИЧ-инфицированных людей за последний год. Такого прироста не было никогда. Тема программы сегодня «СПИД против Коми. Как остановить наступление?». Мы работаем в прямом эфире. Это детали дня. Итак, по прогнозам Минздрава России, к 2020 году количество ВИЧ-инфицированных может вырасти на 250%, если со стороны государства не будет оказана необходимая финансовая помощь. Медики забили тревогу. Предложения поступают совершенно радикальные. От введения теста на ВИЧ во время диспансеризации до легализации некоторых наркотиков, чтобы уменьшить процент их введения через кровь. Ведь именно так большинство наркоманов заражаются ВИЧ. Нашей республики проблема касается как никогда. 2015 год стал пиковым по приросту ВИЧ-инфицированных в Коми. Моя коллега Виктория Палкина продолжит в своем сюжете. Те, кому поставили диагноз ВИЧ, в первые месяцы испытывают сильную тревогу, страх за себя и за своих близких, гнев, подавленность, отчаяние. Многие сначала не верят страшному вердикту врачей. При этом говорить ли о диагнозе родным и близким решает сам пациент. Впрочем, сегодня своими чувствами ВИЧ-инфицированные чаще всего делятся на форумах. Буквально несколько дней назад узнал о диагнозе. Смириться совсем не выходит. Хотелось бы узнать, как вы живете с данной болезнью, какие изменения произошли в жизни. Мне всего 21 год. Случайных связей не имела. Наркотики в жизни не принимала. Заразилась от мужчины, узнала, что он бывший наркоман. Долго скрывал это. Уверял меня, что его статус отрицательный, планировали свадьбу. Полгода назад расстались. Только недавно я стала задумываться о его прошлом. Проверилась. По приросту ВИЧ-инфицированных Коми по северо-западному округу сегодня на 3-м месте. Наш регион опережают лишь Санкт-Петербург и Ленинградская область. И это значит, что вирус иммунодефицита человека уверенно распространяется среди жителей республики. Только в прошлом году в Коми от ВИЧ-инфекции в стадии СПИД умерло 9 человек. Болеют в основном мужчины, но и инфицированных женщин в регионе немало. ВИЧ-инфекция не имеет, по большому счету, своей клинической картины. Суть заболевания, если говорить вкратце, заключается в том, что поражается определенная структура иммунной системы нашего организма, которые, собственно говоря, и отвечают за иммунный ответ при различных заболеваниях. Не только, надо сказать, инфекционных, это могут быть и онкологические заболевания, и ряд других и так далее. Эжинский район столицы Коми сегодня в лидерах по количеству ВИЧ-инфицированных. За текущий год здесь выявлено 84 случая заражения. Это при том, что по всей Коми в 2015-м зарегистрировано 500 больных. Первый случай ВИЧ в Эжве был выявлен 16 лет назад. Лечение такие пациенты проходят не только у врачей-инфекционистов и наркологов, но и хирургов. В Эжинскую районную больницу Сыктывкара часто попадают больные с осложнениями, в основном гнойными. У нас в отделении находится один больной, аналогичный, ВИЧ-инфицированный молодой человек, который, употребив, по-моему, несколько раз всего наркотики употребил, но, к сожалению, занес к себе инфекцию, и на сегодняшний день он ВИЧ-инфицирован. У нас он лежит с осложнениями гнойными, пришлось ему ампутировать кисть на левой руке. Ну вот такая участь больных наркозависимых. 70% населения Коми слышали про ВИЧ и СПИД, но до сих пор считают, что эти болезни их никогда не коснутся. Между тем, в последние годы все чаще вирус иммунодефицита человека находят у людей старшего возраста, то есть у тех, кто точно должен задуматься о своем здоровье. Буквально несколько цифр в дополнение к той информации, которую вы только что услышали. Итак, обратите внимание на первую информацию. За 25 лет в нашей республике зафиксировано 3040 случаев ВИЧ-инфекции. 3040 за 25 лет. Из них 54% это потребители наркотиков, 46% заразились половым путем. Внизу красным за 2005 год 501 случай. Это в 5 раз больше, чем обычно. Давайте посмотрим второй слайд. На 31 декабря прошлого года в республике ВИЧ-инфицированных на учете 1968 человек. В лидерах Сыктывкар, Воркута, Усинск,
Сыктывдинский район. Из этих людей 353 – это люди, находящиеся в заключении. За 25 лет умерло от ВИЧ в Республике Коми 95 человек. Итак, давайте разбираться в этой ситуации. Мы работаем в прямом эфире, телефон 46 90 60. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, высказывайте свою позицию по этому поводу. В нашей студии мы будем обсуждать эту проблему с нашим экспертом, главным врачом Республиканского центра по борьбе и профилактике СПИДа и инфекционных заболеваний Сергеем Сергеевичем Поганом. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Главный вопрос, на самом деле, он вырастает из всего, что только что мы сказали. А почему 2015 год стал пиковым? Что такого произошло? За счет кого такой невероятный рост? В 5 раз. Приводя статистику, Геннадий Семенович, вы там все, в общем-то, и ответили, потому что вот эти причинно-следственные обстоятельства, которые мы отслеживаем, и в целом по Российской Федерации, и в Республике Коми, они являются вот тем движущим механизмом, который и приводит к распространению ВИЧ-инфекции в Республике Коми. Я всегда так отвечаю на вопрос, что это все связано с неправильным поведением людей. Суть два риска. Риск потребления инъекционных наркотиков и суть неправильные, то есть рискованные половые контакты. Именно в 2015 году и был пик, что ли, таких вот рисков? Я скажу, что в республике накоплен огромный опыт профилактики заболеваний, которые передаются таким путем. Это связано и профилактика заболеваний, передающихся половым путем, и вот что связано с потреблением наркотиками. Я скажу, что в республике есть огромный опыт междисциплинарного воздействия, значит, на эти проблемы. Но, видимо, вот в последние годы настолько обострилась вот эта ситуация, и, может быть, настолько люди вот, поверили в какую-то свою, вот, что ли, безответственность к своему здоровью, к своим близким, к своим друзьям, что вот это вот два эти обстоятельства потребления наркотиков и рискованные половые контакты вот стали способом распространения ВИЧ-инфекции. Знаете, такое ощущение складывается, Сергей Сергеевич, что вот в 20 веке СПИД называли чумой 20 века, и уделяли этому огромное внимание. И ролики были, и плакаты, чего только не было. Очень активное внимание, и профилактика как раз сформировалась в конце, так скажем, прошлого века. На самом деле СПИД-то был только в 80-м году, так скажем, обнаружен. ВИЧ-инфекция. Но, может быть, успокоились за это время, привыкли. Ну, где-то он далеко, этот ВИЧ, успокоились. Может быть, профилактические меры стали менее, так скажем, напряженными, менее внимательными. Ну, вот как, что тут Я произошло? вот как раз другое мнение скажу, что за все эти годы проблеме ВИЧ-инфекции в стране, в Республике Коми уделялось самое пристальное внимание, и нисколько не ослаблялись профилактические мероприятия, и нисколько, значит, не останавливались вопросы, которые связаны с оказанием медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Сегодня республика имеет все для того, чтобы выявлять ВИЧ-инфекцию, наблюдать ВИЧ-инфекцию, лечить ВИЧ-инфицированных, оказывать им помощь. Получается, поколение сменилось, что ли? Пришли те люди, которым, ну, как бы, да ладно, нас не коснется. Какие проблемы? Я думаю, впереди. я иногда отвечаю на этот вопрос утвердительно. Мне кажется, что в людях за эти годы вот, изменилось, скажем, вот это ценностное отношение, ценности, другие приоритеты появились. Наверное, приоритеты вот безмерного потребительства и удовольствия. Может быть так. Мне подсказывают, у нас есть телефонный звонок в студию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Лана Владимировна, вас беспокоит, город. Пожалуйста. И ВИЧ – это разные вещи? СПИД и ВИЧ, я правильно понимаю? Да. И ВИЧ – разные заболевания? И Чуть прерывается связь, мы поняли, СПИД и ВИЧ – это разные вещи? Разные вещи. Когда мы говорим ВИЧ, мы подразумеваем аббревиатуру ВИЧ, значит, вирус иммунодефицита человека. Это возбудитель этого инфекционного заболевания. По отношению к термину СПИД, это тоже аббревиатура, значит, речь идет о так называемом синдроме приобретенного иммунодефицита, который развивается в результате заражения ВИЧ. Если ВИЧ не лечить, будет СПИД. Так. Правильно можно ответить. Да. Накануне нашей программы мы вышли на улицу Сыктывкара и спросили у жителей нашей столицы, почему, на их взгляд, произошел вот такой рост ВИЧ-инфекции. Вот послушайте, что вам сказали граждане Сыктывкара. Как вы думаете, почему сейчас наблюдается рост ВИЧ-инфекции? Рост ВИЧ-инфекции? Ну, потому что много половых связей неправильно, незащищенных. Не предохраняются, да. Не предохраняются, да. Потому что люди стали безответственны. Связи случайные. Надо учить молодежь, как правильно жить. Свободная любовь. Это просто распущенность, воспитание. Наверное, беспорядочные половые связи.
Надо быть честным, верным, и тогда, мне кажется, будет меньше ВИЧ-инфекций. Сергей Сергеевич, согласны с позицией? Да, во многом из ответов я здесь услышала вот те положительные профилактические моменты, которые направлены на предупреждение заражения ВИЧ. Вот это верность, это способность контролировать, способность воздерживаться, способность избежать ненужного удовольствия. Ну, в общем-то, телезрители вот, или Сыктывкарцы отвечали правильно на вопрос. Ну, вы порадовались тому, как люди воспринимают эту ситуацию. Да. По поводу нашей статистики. Итак, около 2000 ВИЧ-инфицированных. Но мы ведь знаем, чтобы узнать, ВИЧ-инфицированный ли человек, ему необходимо сдать анализ. Силком сдать анализы не получается заставить человека. Мы ведь на это не имеем права. Получается, реально людей-то, которые ВИЧ-инфицированы, больше? Как вы оцениваете Я бы так не говорил, потому что на сегодня вот тот эпидемиологический скрининг населения на ВИЧ-инфекцию в Республике Коми, он совершенно достаточный, и он совершенно объективно отражает ту картину, которая есть, ну, которую мы наблюдаем. Я правильно понимаю, закон не позволяет заставить человека сдать анализ? Само собой, что все наблюдения на ВИЧ-инфекцию, я не говорю обследование, я говорю наблюдения, так принято говорить среди медиков, они проводятся исключительно на добровольной основе. Другое дело, что врачи рекомендуют такое наблюдение, основываясь на определенных эпидемиологических и клинических критериях, когда врач может заподозрить. Это понятно, Сергей Сергеевич. Ну, например, многие граждане просто так сдают анализы в связи с своими заболеваниями, по рекомендации врачей, в связи с другой болезнью, анализ крови. Но неужели врач не может бумажечку направления на анализы написать на СПИД? Нет, не может. Он должен проконсультировать и объяснить цель этого исследования. И, скажем, ну, очевидно же, вот из нашего разговора вытекает то, что если становится известно, что человек склонен или употребляет наркотик, необходимо рекомендовать такое наблюдение. Еще несколько цифр буквально, уважаемым телезрителям. В 2015 году от ВИЧ-инфицированных матерей в республике родилось 45 детей. С 1998 года таких детей было более 300. У 10 из них подтвержден диагноз ВИЧ-инфицирован. Послушаем комментарии врача-неонатолога нашей республики Андрея Кораблева. Такого количества детей, требующих вот такой терапии одновременно, одномоментно, не было никогда. Значит, появились первые ласточки очень тревожные, то есть это дети, у которых уже с высочайшей степенью достоверности доказано именно не материнские, так сказать, антитела, а именно течение инфекции у самого ребенка. Естественно, что пребывание таких детей в отделении накладывает отпечаток в виде особенностей и трудоемкости их ухода за ними. Достаточно, ну, видим, совершенно озабочен Андрей Кораблев. Человек знает, о чем говорит. Проблема есть. Совершенно верно. Но мы ведь знаем о том, что ВИЧ-инфицированные мамы могут рожать здоровых детей. Вы говорили интересную статистику. Из 300 детей сколько от ВИЧ-инфицированных матерей, сколько родилось здоровых? Сегодня у нас часть деток наблюдается, рожденных ВИЧ-инфицированными мамами, и мы их не будем брать в учет. А 246 детей выписаны с диагнозом здоровых. Они рождены, подчеркиваю, они рождены ВИЧ-инфицированными мамами, но они здоровы, они не больны. Что нужно сделать, чтобы все дети, рожденные от ВИЧ-инфицированной мамы, были здоровы? И снова мы возвращаемся к ответственности. И в данном случае к ответственности женщин ВИЧ-инфицированных. Что она должна сделать? Она должна обязательно наблюдаться по поводу своей беременности и должна обязательно выполнять назначения, которые называются химиопрофилактикой в плане предупреждения передачи ВИЧ-инфекции. Если она это будет делать, то есть гарантия того, что ребенок будет здоров. Высочайшая гарантия в том, что ребенок будет здоров. Вопрос. Есть статья 122 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой эта женщина может получить срок до 5 лет заключения за то, что преднамеренно заразила человека. Ведь по сути это преднамеренное заражение человека, эта статья. Она ведь знала, и она все сделала для того, чтобы ее ребенок, получается, родился больным. Скажите, пожалуйста, вы слышали на своей памяти, чтобы эта статья применялась? В Российской Федерации такой правоприменительной практики нет. Вот норма такого есть, а правоприменения такого нет. Наверное, надо подумать вот в плане регулирования нашего законодательства и над подобными вопросами. Прецедента нет, получается, а мама, зная, что ребенок родится больным? И тем не менее продолжала, допустим, не выполнять рекомендации врачей, уклоняться даже от наблюдения по поводу беременности. Вот и еще источник проблем, так скажем. У нас есть звонок в студию.
Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван Эжо. Иван, мы вас У меня слушаем. такой вопрос. Сколько есть риск получить вот этот диагноз от стоматолога, либо при переливании крови, ну, и либо еще какие-то... То есть там, вы имеете в виду, Иван, в медицинском учреждении, да, когда обращаетесь? Извиняюсь? Когда в медицинское учреждение обращаетесь, вы имеете в виду тогда? Да. Имеется в виду, что вот, не дай бог, вот слышал, что может через стоматолога, вернее, отбора стоматолога заразиться. Там. Одним словом, такую проблему поднимите, как, допустим, гепатит С. Возможно ли вот эти все вещи? Спасибо. Ну, понятно. Озабоченность людей, мы знаем, что такая проблема есть. Напоминаю, в 1988 год, города Элиста, в Калмыкии, из-за безалаберности врачей, уже, извините, не при враче будет сказано, значит, огромное количество заразившихся ВИЧ. Я отвечу так. Теоретически, конечно, такой риск исключать нельзя. Но вот из той статистики 25-летней по Республике Коми, которую вы привели, надо сказать, это неоспоримый факт. Случаев передачи ВИЧ-инфекции в лечебных учреждениях Республики Коми не зарегистрировано. Это факт. Но мы будем надеяться, что так и будет. Все на самом деле зависит, наверное, от вас в том числе, и от руководителей медицинских учреждений, которые учат молодых врачей, медсестер и так далее. Само собой, что в здравоохранении отработаны сегодня самые эффективные способы предупреждения многих инфекционных заболеваний, и в том числе и ВИЧ-инфекции. И надо сказать, что вот в каком-то смысле имеет значение еще и биология ВИЧ. Он мало устойчив во внешней среде, и это дает нам возможность эффективно бороться с ним, скажем, во внутренней среде медицинских учреждений. Следующая группа риска. Мы знаем, что есть связь между ростом наркомании, распространением наркотиков и ростом ВИЧ. Известно, что есть так называемые низкопороговые программы или программы для снижения вреда. Раздача чистых шприцов, презервативов, уничтожение использованных шприцов. Ведущий специалист по вопросам ВИЧ, академик, руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский пошел дальше. Он говорит о необходимости внедрения так называемых замещающих наркотиков, метадона для наркомании. Это ведь наркотики, которые употребляются естественным путем, через рот. То есть получается, что теперь он через рот взял наркотик и не будет колоться, тем самым будет меньшее количество заразившихся ВИЧ. Ваше мнение по этому поводу? Я склонен отрицать этот способ профилактики ВИЧ-инфекции. Мне кажется, что это только путь к легализации и распространению ВИЧ-инфекции, прошу прощения, потребления наркотиков в стране. Значит, на мой взгляд, вот, и я знаю точно, что те проекты низкопороговых программ, которые осуществлялись в других регионах Российской Федерации, они осуществлялись? Они осуществлялись. В большей или меньшей степени осуществлялись. Но сегодня в России мы наблюдаем вот то, что мы наблюдаем, и скажу, что разница между теми регионами, где проводились подобные программы и проекты, и где не существует. При этом академик Покровский говорит о том, что это дало серьезный результат в Европе. Я отвечу, что таким образом, что недавно на совещании во Всемирной организации здравоохранения обсуждался вопрос о том, всем ли странам, присоединившимся к проблеме борьбы с ВИЧ, необходимо следовать таким программам. Скажу, что, как нас информировали, Российское Министерство здравоохранения отстояло право Российской Федерации определять те меры профилактические, которые приемлемы и необходимы в целом в стране. Коротко очень, если можно, Сергей Сергеевич, сельские районы, они ведь тоже в зоне риска. У ВИЧ нет и границы. Города и село. Достаточно ли у республики средств для того, чтобы оградить жителей села? Там у вас ваша работа распространяется и на село? Конечно же, вот одно из таких важных событий – это распространение, повсеместное распространение ВИЧ-инфекции. В том числе сегодня ВИЧ-инфекция распространена, к сожалению, по всем муниципальным образованиям Республики Коми, в том числе и сельским. Но те меры профилактические, те меры, которые осуществляет здравоохранение Республики Коми, они в полной мере и в одинаковой степени распространяются и на город, и на село. Для села доступны все ваши возможности? Доступны. Мы знаем, что организация «Город без наркотиков» занимается реабилитацией больных наркоманией, среди которых немало и ВИЧ-инфицированных. Как это происходит? Давайте это выясним. На видеосвязи с нами сейчас Сергей Дроздов, исполняющий обязанности директора Сыктывкарского филиала благотворительного фонда «Город без наркотиков». Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, первый вопрос к вам такой. Есть ли в процентах, сколько ВИЧ-инфицированных среди ваших подопечных? Ну, вы знаете, мы не ведем такой подсчет, к сожалению.
Вот. И, может быть, учтем то, что необходимо вести. Но такие люди попадаются. И где-то каждые полгода у нас новое, обновляется, скажем, посещение реабилитационного центра. И всегда находится 1-2 человека, которые вот с этим статусом, к сожалению. Примерно так вот могу сказать. Понятно. Сначала наркотики, затем уже ВИЧ-инфицированные. Правильно понимаю? Да. Такая последовательность? Да, конечно. Все в результате употребления. Как соседствуют эти люди у вас в вашей организации? Нет ли конфликтов, недопонимания? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. В данном случае человек, который может быть источником серьезной опасности для жизни. Да. Значит, для поступающих на реабилитацию у нас есть одно очень важное правило. Это отношения между друг другом строятся на уважении. В противном случае, после 2-3 предупреждения человек исключается. В этой связи мы не делаем акцент на статусе человека, из каких слоев общества он, какое он имеет положение. Вот. Хотелось бы сказать, что благоприятной обстановкой для таких отношений служит посещение священнослужителей реабилитационного центра, сотрудников ФСКН, наркологов, психологов. Это понятно. Это мне понятно, но важен вопрос. А как вы обеспечиваете, и можете ли вы обеспечивать возможность нераспространения инфекции в вашей организации, во всяком случае? Вы гарантируете каким-то образом это? Дело в том, что там исключаются все связи сексуальные, естественно, поэтому и ни в коем случае никаких наркотиков, это тоже естественно. Вот, поэтому люди там находятся в безопасности. Кроме того, специалисты центра СПИД, которые посещают нас тоже со своими мероприятиями, они осведомляют нас, например, о том, что ВИЧ не передается воздушно-капельным путем, через рукопожатие. То есть вы это сообщаете, да, как бы? Да, общие посуды. Ребята, они просвещены в этой области. Ясно. И сотрудники, и все. Вот. Сергей, если можно, извините, пожалуйста, очень коротко. На ваш взгляд, вы не первый год этим делом занимаетесь. На ваш взгляд, касаясь темы нашей сегодняшней программы, что остановит ВИЧ-инфекцию в нашей республике? Ну, я думаю, это, наверное, осознание, глубокое осознание человека, что это большая проблема, огромная, самого человека. И, естественно, это предохранить себя, хранить верность человеку, которого любишь. Не употреблять, естественно, наркотики. То есть мы все это понимаем. Ну и в совокупности, конечно, работники спеццентров, реабилитационных центров, разных структур, чтобы они тоже могли проводить профилактику. Спасибо. Вообще, я считаю, что профилактика самая важная. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Это был Сергей Дроздов, руководитель Сыктывкарского филиала организации «Город без наркотиков». Сергею мы желаем успехов в этой работе. У нас есть звонок в студию. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы поделиться просто своим мнением. Я считаю, во многом виноват гомосексуализм. Как мы все прекрасно знаем, первые записи в этой болезни связаны с 2 геями, будем говорить, верно. А в наше время ведется активная пропаганда гомосексуализма. Мы видим в передачах людей, которые явно выглядят как представители этой ориентации. Вы считаете, в данном случае это серьезная проблема и основание для роста, так скажем, количества ВИЧ-инфицированных? Я считаю, это серьезная проблема. Да. Я, например, житель Сыктывкара, часто посещаю большие города и вижу, насколько их много. Спасибо. Сергей Сергеевич, дают ли они тот самый процент роста? Я не согласен с вот этим вот товарищем, который только что звонил, потому что секс, имея под собой, так сказать, почву, как контакт человека с биологическими жидкостями партнера, он здесь не имеет половых различий. Рискованный секс, он и есть рискованный секс, кто бы не практиковал его. Мужчины, женщины и так дальше. Так я не очень согласен. Вопрос? Вы знаете, мы сейчас перейдем к следующей группе. Это группе вот кого. Тех людей, кто находится в местах лишения свободы в нашей республике. По нашей информации, всего в исправительных учреждениях нашей республики и СИЗО содержится более 500 больных ВИЧ. 40% лечатся, получают назначение по назначению врача. Различные получают лекарства и так далее. Но по словам руководства УФСИНа, проблема есть в другом. Не все больные, которые находятся там, хотят получать такую помощь. Это уникальная совершенно ситуация. Вот что говорит врач УФСИН Николай Игнатов. Давайте послушаем.
Остается 6%, которые не получают лечения. Эти 6%, как правило, пациенты с отсутствующей приверженностью к лечению. Проще говоря, пациенты сами отказываются от назначенного им лечения. Согласно действующему законодательству, 323 федерального закона, мы не можем заставить получать антиретровирусную терапию. Если человек отказывается, насильно мы не можем. И эти люди, потом освобождаясь из мест лишения свободы, многие остаются в нашей республике. Как они адаптируются и вообще контролируют эту ситуацию? У нас есть взаимодействие с медицинской службой ФСИН. Значит, само собой, мы обмениваемся информацией. Мы пытаемся предложить людям медицинскую помощь, которые освобождаются, не отказываются ни в какой медицинской помощи по выходу из учреждения. И тем не менее, вот доктор совершенно правильно сделал акцент на добровольности и приверженности к оказанию медицинской помощи. Без этого она просто будет неэффективна. Мы провели опрос в группе Юргена ВКонтакте, и вопрос был задан такой: вы боитесь СПИДа или нет? Вот такой простой вопрос. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вот как участники нашей группы ответили. 59%, почти 60% ответили: да, я сдал анализы, знаю, как уберечься. Около 30% не очень, меня это не коснется. Люди уверены, что это не коснется, это где-то проблема далеко. 9,4% вообще не знают, что это такое. И чуть больше 3% вообще не верят в то, что это существует. Может быть, это какая-то реклама и так далее. Но приятно то, что 60% абсолютно уверены в том, что у них не будет проблем, потому что они сдали анализы, они очень внимательно к этому относятся. Сергей Сергеевич, и все же, вот вопрос в конце нашей программы. Как вы считаете, какие меры могут остановить этот поток, и чтобы и 16, и 17, следующие годы не стали пиковыми, и чтобы пик прошел уж? Я думаю, что мы, медики, одни без общества, без государства в целом справиться не сможем. Здесь ресурсов здравоохранения недостаточно, и нам предстоит кропотливая работа, направленная на изменение поведения людей, на мотивированное, ответственное отношение к здоровью своему и здоровью своего близкого. Значит, необходимо подключить все ресурсы, которые сегодня у нас есть, с тем, чтобы изменить вот это неправильное отношение, неправильное поведение людей. Это поведенчески понятно. Момент вот такой. Достаточно ли у республики лекарств, всех необходимых средств? Ведь до сих пор мы знаем, что СПИДу 35 лет, а лекарств ведь нет, которые были излечены. Значит, сегодня те ресурсы, которые есть в республике, они достаточны для того, чтобы оказывать медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным. Это речь и о современной диагностике, и наличии современных препаратов, и о том, что те, кому показано это лечение, оно не показано от первого дня, да, выявления заболевания. И те, кто хочет, проявляет приверженность, они получают это лечение. Таких людей у нас больше 500 сегодня. Очень многое все зависит от граждан. Кстати говоря, когда мы готовили программу, задавали себе таким вопросом: как живут эти люди, которым был поставлен ВИЧ-диагноз? Ведь на самом деле это трагедия очень жесткая для человека. И тут, наверное, понадобится помощь психолога. Мы записали мнение одного из психологов медицинских, который занимается с этими людьми. Давайте послушаем. Установление диагноза ВИЧ-инфекции является, по классификации, является чрезмерно тяжелым стресс-фактором, наряду со смертью супруга, наряду с физической неполноценностью, наряду с сексуальным насилием. Да? И реакции, которые закономерно возникают в ответ на установление диагноза ВИЧ-инфекции, они возникают независимо от возраста, пола. Сначала у человека возникает чувство отрицания, да, то есть человек не верит, что это происходит именно с ним, да, это может затягиваться, да, то есть человек достаточно длительный период времени может в это не верить и продолжать пытаться перепроверить свой результат, да, сдать анализ еще и еще раз в другом медицинском учреждении. Вот как быть родным в такой ситуации, Сергей Сергеевич? Не хочет, он волнует, бегает, мечется, истерит. Что в этой ситуации делать? Вы работаете с такими людьми? Надо поддержать. Любовь, доверие, гуманность – это лучше всяких таблеток. Спасибо, Сергей Сергеевич, за участие в нашей программе. Гостем нашей студии был Сергей Сергеевич Поган, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Еще раз вас благодарю. Помните, уважаемые телезрители, ВИЧ-инфекция не осталась в прошлом веке. Она также опасна и сейчас. И риск заражения этой инфекцией, как и раньше, во многом зависит от нас с вами. Завтра детали дня, личный прием. Готовьте свои вопросы руководителю Усть-Вымского района Василию Литоеву. Всего вам доброго и будьте здоровы. Спасибо.